Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами в студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе «За правдой в горячей точке». Первый репортаж из цикла «Журналисты на войне». Карл Бильд о том, надо ли защищать русских в странах Балтии. И «Молодая гвардия на новый лад». Современная сценическая трактовка патриотизма. Начинаем, как обычно, с новостей из Праги. Сергей, вам слово. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Гуманитарная ситуация в районе боевых действий в Украине ухудшается. В большом числе населенных пунктов, где остаются люди, нет ни света, ни воды. Говоря о режиме прекращения огня, в ОБСЕ дипломатично используют будущее время. В настоящем же, как передает наш корреспондент, бойцы с обеих сторон не относятся к мирным соглашениям всерьез. Под продолжающиеся обстрелы, говорят, перемирие только оттягивает решение проблемы. И в этих условиях на протяжении скоро как года работают корреспонденты из разных стран. Именно благодаря нашим коллегам мы можем каждый день узнавать о ситуации на Донбассе. Журналисты на войне. Антон Золотых подготовил цикл сюжетов о тех, кто едет в горячие точки. Что заставляет людей отправляться в такие опасные поездки за правдой? Сегодня смотрите первый материал. И это просто страшно. Как-то привыкли к тому, что в нас стреляют. Ты можешь либо сойти с ума. Секунды до разрыва. Почему ты всегда думаешь, а со мной это не случится? Несколько лет назад Екатерина Малафеева не могла подумать, что сегодня в бронежилете и каске будет ездить по окрестностям разрушенного Донецка, в котором родилась. Ведь еще до войны она организовывала здесь мероприятия для детей, была работником социальной сферы. Год назад все изменилось. Меня попросили, порекомендовали для того, чтобы я переводила, просто была переводчиком у одной компании новостной. Это было спонтанно и вообще начиналось с желания заработать денег. Так для молодой девушки началась карьера военного корреспондента. Если точнее, Екатерина не корреспондент, а местный продюсер, или, как еще говорят, фиксер. В ее задачи входит организовывать встречи с героями репортажей, официальными лицами, выбирать темы для сюжетов, а также рассказывать иностранным журналистам о местном менталитете. Ты должен придумать тему, которая не повторялась бы, которая бы не была у конкурента. Тебе нужно, чтобы сюжет, который собирается выйти, будет самым лучшим. И это определенный вызов делать эти темы каждый день. Однако самый большой вызов, в чем сходятся многие журналисты, это преодоление страха, вне зависимости от географии военного конфликта. Для корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Крамера война в Украине не первая. Вот как он вспоминает будни иракского конфликта. Когда я ехал в американской машине, это Хаммеры, ты в консервной банке с солдатами и едешь на дорогах, в любой момент можно взрывать фугас. И это просто страшно. Конечно, можно помимо этого провести разговор с солдатами, попробовать понять, что происходит, и делать свою работу, но этот страх не уходит. А если уходит, то становится по-настоящему страшно, говорит корреспондент BBC Наталья Антылава. Я недавно была в ситуации, где мы были в окопах и нас обстреливали. И было вначале такое, было очень ощущение страха. А потом, где-то минут через 15, я поняла, что страх совершенно прошел, потому что мы как-то привыкли к тому, что в нас стреляют. И вот тогда мне стало по-настоящему страшно, потому что я поняла, что лучше бояться и лучше, чтобы страх был. По словам журналистов, на войне в Украине куда безопаснее чувствуешь себя на поле боя, а не в городе, как это ни странно. В Донецке во время обстрела звук отражается от зданий, что лишь усиливает чувство паники. Здесь в городе создается специфическое эхо. И ты не знаешь, с какой стороны, когда и во сколько оно прилетит. Когда ты находишься на линии фронта, и ты находишься с одной либо с другой стороны, но ты знаешь, с какой стороны оно прилетит, ты знаешь, какое приблизительное расстояние, просчитываешь секунды до разрыва, приблизительный километраж. И ты просто принимаешь меры. И сразу ложишься. А ложишься автоматически, просто даже не задумываясь. Нас надо лечь. И все. И ждать. Говорит Шахида Якуб, корреспондент настоящего времени. Но что может быть опаснее и непредсказуемее, чем артобстрел, так это простые человеческие взаимоотношения, считают журналисты. И когда ты попадаешь под руку пьяного военного с автоматом,
то тогда, да, на свой страх и риск. Как повезет, повезет, не повезет, не повезет. Об этом никто не гарантирован. То есть военные, из моего опыта, в любой стране, они чувствуют, что если у них есть какая-то дуло или хотя бы ножик, а у тебя ничего нет, тогда они командуют ситуацией. Тем более, если ты женщина, ты вдвойне уязвима, потому что он с тобой делает, что хочет. Pesky was one of the wealthiest suburbs of Donetsk. This is where everyone apparently wanted to live. Это сильно цепляет, и как-то хочется возвращаться. Я бы не сказала, что это то, из-за чего нужно возвращаться. Мне кажется, это на чисто, конечно, личном уровне. Это бывает и у многих моих знакомых и друзей, коллег. Это чисто вот вырабатывается какая-то зависимость почти вот этого адреналина. И как любая зависимость, она не является ничем хорошим. Американский журналист Симон Островский освещал войну на юго-востоке Украины с самого начала. Свои мотивы он объясняет тем, что журналистика – это единственная форма контроля на территории, где, как он говорит, не работают ни суды, ни прокуратура, ни другие институты. Когда ты на что-то указываешь свой фотоаппарат или свою камеру, или свой микрофон, то эта вещь начинает вести себя по-другому. И когда люди знают, что есть журналисты, которые наблюдают за процессами, они корректируют свое поведение для того, чтобы избежать критики. О журналистской солидарности и ее отсутствии на юго-востоке Украины и о том, что нужно знать начинающим военным корреспондентам, мы расскажем вам в понедельник в нашей программе. Антон Золотых. Настоящее время. Это «Настоящее время». И далее у нас эфир из Вашингтона. Новое любопытное заявление одного из самых, пожалуй, авторитетных дипломатов мира. Экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильд дал интервью нашим коллегам. Наташа. Европа окружена не кольцом друзей, а кольцом огня. Так называется лекция Карла Бильта, бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции. Политик, служивший в свое время также спецпосланником генерального секретаря ООН на Балканах, дал интервью нашей программе. Александр Панов продолжит тему. По мнению Карла Бильта, два геополитических кризиса угрожают Европейскому Союзу. На Востоке действия России в отношении Украины и потенциальные угрозы другим ее соседям, в том числе странам Балтии, под предлогом защиты русских соотечественников за рубежом. То, что Кремль называет русским миром. С юга – действия самопровозглашенного исламского государства, нестабильность на Ближнем Востоке и севере Африки. Я думаю, на данный момент риск русского вторжения в такие страны, как Латвия, низок, но очень многое будет зависеть от успеха нашей помощи Украине. Если мы потерпим неудачу, то, как говорится, аппетит приходит во время еды. Мы можем увидеть, как еще более реваншистские, националистические, авторитарные силы российского общества выйдут на авансцену. Наши действия в украинском кризисе сейчас в значительной степени влияют на то, придут ли эти силы к власти. Что же касается русских, проживающих в Эстонии и Латвии, я убежден, что они защищены лучше русских, проживающих, собственно, в Российской Федерации, не говоря уже о том, что у них гораздо лучше экономические и социальные условия жизни. По мнению шведского политика, действия России в Крыму не только консолидировали НАТО, укрепили трансатлантическую солидарность Европы и США, но и усилили сплоченность Европейского Союза в этом вопросе, несмотря на все его внутренние финансовые противоречия. В 2008-м, после войны в Грузии, напомнил Бильд, Запад слишком быстро вернулся к нормализации отношений с Москвой, а администрация Обамы даже объявила перезагрузку. Агрессия России по отношению к Украине, убежден шведский политик, предопределила европейский выбор стран на постсоветском пространстве, в первую очередь Украины, Грузии и Молдовы. Вторгаясь в страну, нельзя обзавестись с ней друзьями. Почти афоризм. В июне Совету ЕС, главам государств, придется возвращаться к вопросу о продлении режима санкций. Кремль работает над тем, чтобы расколоть европейцев, которым необходим консенсус в этом вопросе. На предыдущем заседании Совета ЕС было принято очень важное решение о связи санкций с обязательным выполнением России Минских соглашений до конца этого года. Это не юридическое решение Евросоюза, но политическое решение о сохранении санкций, пока Минские договоренности не будут выполнены в полном объеме. То есть, по вашему мнению, что решат в ЕС? Продлевать санкции? Я пока не вижу, чтобы выполнение минских договоренностей продвинулось так далеко, чтобы позиция Евросоюза изменилась. Очень дипломатичный ответ. В Москве говорят, Крым не стал первым изменением послевоенных границ в Европе. Первым было Косово. Вы в этом вопросе специалист. В чем разница?
В Косово никто не вторгался. Косово — это сложный юридический вопрос, связанный с распадом Югославии, все бывшие республики которой имели право на самоопределение. Косово почти обладало таким статусом, но не в полной мере. И оно долгое время управлялось администрацией из ООН, которая искала решение. Это был долгий международный процесс, а не молниеносная военная операция по захвату чужой территории. И последнее. Бильд – сторонник появления в Украине на линии разделения огня международных миротворческих сил. Если это так не нравится русским, значит, это может быть хорошей идеей, считает бывший премьер и глава дипломатии Швеции. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Сегодня ожидается публикация данных предварительного расследования гибели Фредди Грея, жителя Балтимора, штат Мэриленд, получившего смертельную травму при аресте. После его похорон в понедельник по нескольким городам США прокатилась волна массовых протестов. Мы спросили молодых участников протестов в Балтиморе, чего они хотят добиться. Ответ, чтобы они относились к нам одинаково. Они – это полиция. Афроамериканцы составляют около 13% населения США, но около 40% от общего числа заключенных. Этот протест вызван тем, что мы сыты по горло. Это уже не первый случай, и это продолжает сходить им с рук. Трейвон Мартин был убит белым мужчиной, и ему это сошло с рук. В Фергюсоне Майкл Браун был убит полицейским. В Нью-Йорке, я забыл, как зовут этого человека, но его тоже убили, хотя он им говорил: «Я не могу дышать». Им это сходит с рук. Многие люди погибают от рук полицейских. Они просто не получают столько эфирного времени. Я продолжу протест ради Фредди Грея и его семьи. Беспорядки перестают быть частью протеста, когда ты разрушаешь дома и кварталы в собственном городе, а потом в конце года тебе придется платить дяде Сэму за все эти сгоревшие дома, и у людей останется в кармане меньше денег, потому что им приходится платить за все это, и кого-то к тому же увольняют. Я этого просто не понимаю. Лично я считаю, что все эти магазины, которые разграбили, все равно ничего не давали общине, так что мы ничего не приобрели и не потеряли, но мы уж точно высказали свою точку зрения. В последние годы в США наблюдается колоссальный рост использования летательных аппаратов-беспилотников. Их активно применяют не только в военных и коммерческих, но и в бытовых целях. Однако в гражданской сфере это обстоятельство порождает немало сложных вопросов, которые касаются безопасности полетов, прав человека, ну и защиты частной жизни. О том, как это решается в Америке, рассказывает Вадим Оленичев. Название дронов в официальном английском языке UAS или беспилотные летательные аппараты. Эта новая индустрия открывает перед бизнесами и рядовыми гражданами неограниченные возможности. Но перед властями и производителями стоит проблема, которая может все перечеркнуть – безопасность полетов. Один из участников прошедшей в Вашингтоне конференции, Роберт Папас из Федерального управления авиации, или FAA, отметил, что тема безопасности сегодня главная забота его ведомства в том, что касается беспилотников. «Наша цель, — сказал Папас, — сделать так, чтобы воздушное пространство было безопасным для всех. Одновременно составляется правовая база, регулирующая беспилотные операции. В первую очередь, полеты этих аппаратов не должны нарушать юридические права жителей США. Такую озабоченность, в частности, выражают представители ACLU, Американского союза гражданских свобод. Мы считаем, что беспилотники могут приносить пользу обществу. Но нам в этом случае следует обеспечить нормальную защиту частной жизни, чтобы мы не волновались, что за нами будет осуществляться слежка с момента, как человек вышел за дверь, и до момента, как пришел домой. Когда мы уладим эти вопросы, тогда можно будет открывать воздушное пространство для компаний и частных лиц, потому что существует уже 1001 прекрасная идея применения этих передовых технологий. Пока невозможно точно определить, в каких случаях использование UAS в коммерческих целях станет вторжением в частную жизнь граждан. И кто будет нести ответственность, если дрон отправился в свободный полет из-за того, что оператор потерял с ним связь? Так или иначе, федеральным органам надо торопиться. Крупные компании уже платят пилотам, то есть операторам дронов, $50 в час и выше. Экономисты ожидают, что благодаря развитию этой новой индустрии в ближайшие годы в США будет создано 100 тысяч рабочих мест. Для рядовых американцев присутствие беспилотников пока не стало повседневной реальностью. Однако выступившие эксперты предупреждают, лицензии на новые виды дронов выдаются каждый день. И задача федеральных органов – успеть создать свод правил, чтобы весь этот наплыв технологий не вышел из-под контроля. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон.
Наши коллеги в Праге продолжают рассказывать о событиях Второй мировой, произошедшие в эти дни весны 70 лет назад. Сергей, эфир ваш. Да, Наташа. В самом конце войны в Праге разгорелось восстание. Столица Чехии оказалась под угрозой уничтожения отступающих немецких войск группы армии «Центр». Соединения русской освободительной армии генерала Власова неожиданно поддержали пражан, тем самым спасли город от разрушения. Чешский публицист Ефим Фиштейн. В начале мая 1945 года на театрах военных действий Европы сложилась странная ситуация. Германия была побеждена. Берлин лежал в руинах. Над зданием Рейхстага развивался флаг Советского Союза. Гитлер покончил самоубийством. А в Чехии все еще держалась миллионная группировка немецкой армии, так называемая группа «Центр». Генерал Йодл, адмирал Динец считали, что эта группировка сможет задержать наступление советской армии с востока примерно до 20 мая. Этого им было достаточно. Но произошло неожиданное. 5 мая в Праге вспыхнуло восстание, вошедшее в историю как майское восстание пражан. Сигналом к началу восстания послужил тот факт, что чехословацкое радио вдруг перешло в своем вещании исключительно на чешский язык. Немецкий гарнизон попытался радио захватить для того, чтобы фактически прекратить в зародыше, задушить в зародыше восстание. И тогда чешское радио стало вещать один и тот же сигнал для всех чехов. Мы зовем всех чехов на помощь. Voláme všechno, co je české, na pomoc českému rozhlasu. Эти слова и сейчас выбиты на мемориальной доске, которая висит на здании чешского радио. К концу дня того же в городе уже насчитывалось 2000 баррикад. К вечеру 6 мая ситуация выглядела трагически. У баррикадников кончались патроны, которых было и без того немного. Им противостояли прекрасно вооруженные и, главное, озверевшие уже тогда, доведенные до последней степени решимости штурмовые отряды СС. У них еще оставалось прекрасное вооружение, артиллерия и даже авиация. С помощью артиллерии они сильно повредили здание Национального музея, здание Пражской ратуши, где находился центр, политическое и военное руководство восстания. Они отчасти снесли левое крыло готического здания ратуши. Тем временем помощь пришла оттуда, откуда ее и не ждали. В город вошел весьма хорошо вооруженный и прекрасно подготовленный отряд, я бы даже сказал, воинская часть Российской освободительной армии. Помощь эта оказалась решающей. Они не просто были сравнимы с немецкими войсками по своему вооружению, они заняли Рузинский аэропорт и тем самым отрезали возможность немецкой армии бомбить Прагу. И ситуация радикально к утру 7 мая изменилась в пользу восставших. Немцы поняли, что им нужно не уничтожать город, а договариваться с восставшими, что и произошло. К 9 мая все было закончено. Немцы сдались американцам, пройдя через Прагу. В Берлине к этому моменту была подписана безоговорочная капитуляция Германии, и пражское вооруженное восстание оказалось фактически последней и победной битвой всей Второй мировой войны. Современное понимание патриотизма в России получает новые вариации. Академический театр драмы из Владимира удивил зрителей постановкой по роману Фадеева «Молодая гвардия». Культовую патриотическую сагу из советской школьной программы режиссер-постановщик Владимир Кузнецов предварил актуальной, по его мнению, сценой, проведя параллель между нынешней ситуацией в Украине и событиями более чем 70-летней давности в оккупированном гитлеровцами Донбассе. Пристреливайте раненых, жечь лазареты, до школы бомбить!
ваших воинов честь. Ошибки нет, это Фадеев, «Молодая гвардия», самое начало спектакля. Через 3 минуты молодчики в балаклавах превратятся в хорошо знакомых советскому школьнику палачей из канонического фадеевского сюжета. Сменят ломаный украинский на ломаный немецкий. Вместо жовто-блакитного флага займет полотнище со свастикой. Тема Майдана на сцену уже не вернется, но осадочек останется. Финал спектакля встречен 15-минутной овацией, у многих зрителей слезы. Кажется, никто уже не помнит, с чего, собственно, история начиналась. Но нет, помнят. Местная пресса сразу после премьеры попеняла авторам спектакля на сомнительную аллюзию. Авторы впали в гнев и указали критикам на место в пятой колонне. До свидания. Вот это пятая колонна. Вот это пятая колонна, которая хочет уничтожить нашу страну. Журналист Сергей Головинов был на скандальной пресс-конференции, которую в театре созвали сразу после появления первых отзывов о спектакле. Расстаться друзьями ее участникам так и не удалось. То есть для них это сразу все вот переводилось в плоскость свой-чужой. То есть враг. Тот, кто их не понимает, тот, кто не разделяет, неправильно увидел, это ваши проблемы. Именно вступительная сцена и стала камнем преткновения в возникшей после премьеры дискуссии. Авторы критических публикаций считают, что преамбула пришита к телу спектакля белыми нитками. В театре убеждены, что напротив все органично. Аргументация авторов спектакля при этом мало чем отличается от риторики государственных телеканалов, освещающих события на Украине. Мы считаем, что это абсолютно понятное и естественное сопоставление событий. Мы считаем, что, к сожалению, в год 70-летия Победы мы говорим о том, что фашизм, увы, не побежден. Тем временем в распоряжении одной из местных телекомпаний оказался циркуляр, изданный Управлением культуры администрации города Владимира. Чиновники рекомендуют организовать массовый просмотр спектакля «Молодая гвардия» с целью воспитания патриотических чувств у старшеклассников. На мой взгляд, вот этот спектакль, он не ведет к тому, чтобы снять, погасить конфликт. Он, наоборот, еще больше его обостряет и заводит вот в тот угол, из которого будет не так легко выйти. Уголок. Ну, чем больше таких уголков, тем паршивее ситуация и противно. Александр Кулыгин, «Настоящее время», Владимир. Флаг Косово, частично признанного государства на Балканах, будет развиваться над Олимпийским стадионом в Рио-де-Жанейро. На игры следующего года в Бразилию национальная команда Косово впервые поедет отдельным составом. Своим недавним распоряжением руководство МОК подтвердило таким образом временное решение своего же исполкома, принятое в октябре прошлого года. О подготовке команды косовских дзюдоистов Александр Силич. Национальная команда Косово по дзюдо тренируется вот в этом помещении в частном доме в центре города Пее на западе страны, в 100 километрах от косовской столицы Приштины. Обязательный атрибут зала для тренировок – национальный флаг Косово. Главная надежда косовской сборной – 24-летняя Майлинда Келменди, двукратная чемпионка мира, номер 1 в международных рейтингах дзюдо в категории спортсменок до 52 килограммов. Раньше вынуждена была выступать за Албанию. Самое главное в этом виде спорта, считает Майлинда, это боевой дух и настроенность на победу. Не так уж и важно, сколько времени ты тренируешься и насколько ты силен, но если ты слаб внутри и у тебя нет боевого духа, все остальное не имеет значения. После того, как Косово стало независимым государством, для таких спортсменов, как Майлинда, появилась возможность выступать в соревнованиях под флагом своей страны. Что меня делает счастливее сейчас, это то, что мы имеем возможность представлять свою страну на международных соревнованиях. Мы чувствуем себя равными со всеми мировыми атлетами. Очень важно, что в Рио мы будем бороться под флагом Косово. Кстати, ожидается, что именно эта целеустремленная молодая девушка поднимет флаг Косово во время парада наций в рамках церемонии открытия Олимпийских игр в Бразилии. А сами игры дадут шанс спортсменам этой страны поднять ее престиж на уровне международных спортивных состязаний. Александр Силич, «Настоящее время», Косово. Программу продолжит эфир из Вашингтона. У коллег совсем другие темы, о тех, кто игнорирует спорт. Наташа.
Да, Сергей, наша тема – пиво для хипстеров. В новом словаре Оксфордского университета слово «хипстер» трактуется как личность, которая следует самым последним тенденциям моды. Хипстеры любят ретро, увлекаются независимой музыкой, не приемлют массовой культуры, предпочитая аутентичность во всем, например, в пиве. С 1950-х годов в пивной индустрии США доминировали несколько крупных производителей. В последние десятилетия эта ситуация меняется. Все больше американцев пробуют новые сорта пива, сваренные на местных микропивоварнях. Подробности в репортаже Джеффа Кастера. По данным Ассоциации пивоваров, число пивоварен в США за последние 3 десятилетия выросло во много раз. В 1985 году их было только 40, а ныне 3200. Этот значительный рост произошел за счет появления новых малых предприятий. Однако общий объем производимого ими пива составляет менее 6 миллионов баррелей в год. В то время как в США объемы потребления пива с 2013 года сократились на 2%, потребление пива, сваренного на микропивоварнях, возросло более чем на 17%. Менеджер по связям с федеральным правительством в Ассоциации пивоваров Кэти Марисич считает, что спрос на пиво мини-предприятий обусловлен ростом интереса к уникальному вкусу. Ситуация с пивом напоминает ситуацию с кофе и хлебом. Люди хотят настоящий вкус. На пивном рынке происходят аналогичные изменения. Сегодня любители пива требуют разнообразия и интересного вкуса. Крупные пивные компании США предлагают потребителям легкие сорта пива и мягкий вкус. Пиво, сваренное на мини-пивоварнях, зачастую обладает ярким вкусом и более высоким содержанием алкоголя. В Вашингтоне сегодня работают по меньшей мере 5 мини-пивоварен. Одну из них, DC Brau, основали в 2010 году предприниматели Брэндон Скал и Джефф Хэнкок. Мы хотели бы, чтобы у Вашингтона было свое место в рейтинге знатоков пива. Это столица нашей страны, однако в городе не было фирменного пива, которое бы продавалось повсюду. Мы решили, что это наш шанс. Помимо DC Brau, в Вашингтоне сегодня работают еще 4 мини-пивоварни. Однако Скал не считает их конкурентами, скорее коллективной силой против гигантов пивоварения. Мы хотим, чтобы люди знакомились с пивом мини-заводов, знали о том, как можно повысить свою культуру потребления этого напитка. Как показывает наш опыт, попробовав однажды пиво микропивоварен, потребители выбирают его снова и снова. Так что это общая победа небольших производителей в борьбе с пивными гигантами. Крупный производитель Anheuser-Busch выпустил рекламу, высмеивающую ценителей экзотических вкусов и их интерес к исследованию этого напитка. Тем не менее, основатель DC Brau Джефф Хэнкок считает, что подобная кампания не окажет влияния на пивных знатоков. Я думаю, что Bud Light и Miller немного напуганы успехами мини-производств. Большие парни уже привыкли контролировать 85-90% пивного рынка, а в прошлые годы и того больше. Но мини-производство набирает обороты. К 2020 году мы надеемся занять 20% рынка. Однако не все в индустрии мини-пивоварения считают подобную рекламу некорректной. Глава пивоварни Blue Jacket Brewery Грег Энгерт отмечает наличие так называемого фактора пивного снобизма. Да, сегодня появился такой элемент изучения пива с лупой, что мешает самому процессу получения удовольствия. Не стоит забывать, что у истоков мини-пивоварения стоял посыл, что все, что касается пива, это весело. Можно сколько угодно размышлять о пиве, я, конечно, увлечен этим. Однако не стоит забывать о простой радости от этого напитка и встреч за кружечкой. Так что эта реклама имеет право на существование. Ассоциация пивоваров США прогнозирует рост потребления пива мини-заводов. В этом году эта статистика составляет 10% рынка. Еще в 1997 году доля небольших производств была только 3%. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Кстати, поздравляем вас и наших коллег в Праге с 1 мая. День трудящихся – это хорошо, но все же желаем вам хорошо отдохнуть в эти выходные. До встречи в понедельник. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.